Салвет Узре, мераба Севиля, хош мераба. елдіңіз, хош олған мұсафирлер ве серджелерімізді де экранлар өгінде селямлаймыз. Эфирде қатық шоусы шоу-бизнес хақында ве оның проблемалары, нұқсанлықлары. Базыде сөгеміз, базыде тенқіт етеміз, ләкин әлбетте ки мақтауға лайық шейлерді ола. Пек doğru айта. Севиля ханым, бұнен берабер қатық программасының черчевесінде Қарадеңіз премиясы ярышы кетмекте. Бұл вақтада бір қач сатыр қошайық. Веш сөз сырасы ең мерақылсы да өгде бұтын сырларыны açmayacağımız ya da açacakmız. Шуны айтмақ керек ки, Сулейман, бір клип өзжесіне güzel. 100%. Олар чешіт, олар фарқлы, ләкин бұл клиплерге біздлердегіл де экспертлеріміз ве сейіржілеріміз қимет кесежеклер. Біраздан олармен де таныш olacakмыз. Алла қысмет етсе, оле де олар. Сулейман, Майя Анафиева о kadar faal ki, hiçbir проект onsuz geçmeyi. Ve nasıl Karadeniz pремиясы Майя Анафиевасыз? Ya bu cümlelerinin ne айтмақ istейсің, кім hakkında? Сулейман, мен бұл cümlelerden yarışımızın nevbeteki iştirakçısını takdim etmeye şıqam. Кім о? Кім? Hiçbir vakit akılına gelmez. Ғана. Майя Анафиева. Ve 100% Yıldızlar ансамблі. Вот Агрова Хайтарма – это наша визитка, она представляет наш народ. Когда звучит Агрова Хайтарма, это только в нашем народе есть такая, это наше лицо, это наша культура. Именно в этом клипе мы показываем саму наш быт, как вот как парень хочет познакомиться с девушкой, после того, как он приглашает ее танцевать, она дарит платок, значит, она согласна с ним танцевать. Ну вот именно традиции, именно нашу культуру, именно такой, знаете, темеле, вот, чтобы оно было чисто вот в горах, именно вот закат и это Агрова. Не знаю, так мне захотелось.
Сулейман, ижатта янылық әр вақыт фарқлы қабыл олына. Эбет, ама бұл хафлы. Хаф неде? Білесің, яңылық теңқіт астында қала. Ама Сулейман, білесің ма, Азиз Ташкенбаев тенқіттен ичте қорқмады. Өз ішіне о яңы нефес, яңы усул ве яңы бақышыны көрсетті. Қара деңіз премиямызда яңы ат. Диляра Джапарова. Хайтмам. Еще со времен Кипу, диджейл и все дискотеки, кто помнит, на фойе. Там вверху на лесенке стоял, сидел диджей, и также я вел там радио. И с тех времен, как говорится, у меня осталась именно любовь к электронике. Больше всего, наверное, у всех осталось в памяти тот самый даже ремикс на «Новые Беклеры», это 2010 год. Увидел, кстати, конкурс, это правда. И потом я решил, думаю, ну надо что-то нарисовать. Так как снимать я не умею, я хотел выразить, приблизить это к крымской истории, непосредственно именно крымские виды. Что-то нейросеть поняла, где-то на заднем фоне можно увидеть очертания именно настоящих крымских гор. На фоне моря, например, он действительно считал. Но в целом, как бы нейросеть, она вообще, и самое интересное, что она не понимает крымско-татарский, она не знает, что это такое на самом деле. И было так немножко, приходилось хитрить, где-то добавлять турецкие слова там или что-то такое, чтобы именно сгенерировать. İstemedin, böyle olacağını sen istemedin. Ağlaysın ne yapak anlamaysın. Gözyaşların tuzlu denizdayın. Eğer deniz beni alsa, eğer eller beni tutsa, belki beni hatırlasan, beni gibi sen ağlasan. Sözlerim yok sana aittir, ama yürek sana kaydır. Senin de bir sözün yalan, beni sen bırak beni yalvara. Yapma, uzun ayta ben yapma, ama senin kolların sana geri kaytarır. Canım içinde kaynam, ben 100 kere özme aytam. Sana kayıtma burada, kayıtmam. Sana kayıtma burada, kayıtmam. Eğer deniz beni alsa, eğer eller beni tutsa, belki beni hatırlasan, beni gibi sen ağlasan. Sözlerim yok sana aittir, ama yürek sana kaydır. Senin de bir sözün yalan, beni sen bırak beni yalvara. Yapma, uzun ayta ben yapma, ama senin kolların sana geri kaytarır. Canım içinde kaynam, ben 100 kere özme aytam. Sana kayıtma burada, kayıtmam. Sana kayıtma burada, kayıtmam. Başlayımız ve айтмақ керек ki программамыздың başında Қатық шоусының стилисті Ленара ханым Осман, Урбай ise белі Қырым татар дизайнері Эйла. Сайғыл достар, келіңіз, оларға да алғышлар бағышлайық. Sağ olunuz, yardım etkeniz için. İşte, neden başlayıq bugünkü yayınımızı? Бақ Сулейман, асылында пек çok тенқітлер бізге келе. Ve hususan маңа тенқітлер тие. Ne için? Çünkü meni pek de çalgıcılar, çokça toy çalgıcıları ne içindir sevmeyler.
Чүнки мен мында керчекні, doğrulukны айтмаға тырышам, ләкин бізім халық ичтетен қытке алышмады, ләкин умут етем ки, мен бір чалғыжыны севем. Олар керчектен де бұйық ішіні япалар, ләкин мен халық адындан фикірімні білдірем, базы бір изатларны оқиым ве бұ изатларны еткізмеге тырышам. Onun için canınız ağırmasın. Lakin Süleyman, bir gün eğer telefon açsan, men trubkаны алмасам, демек мені қысылап қачтылар. Чештірмішілер айтасың. Başlayımız. Başlayымыз. Баяғы сусадым, ama su yerine bir қатық içer едім. Я сен? Мен де бұйық зевқіле, мемниетлікіле Алим Аблаевны давет етеміз. Алим Бey, hoş geldin. Selam алейкум. Ve bugün programımızın adı Atvetka olacak. Ya da cevap söz. Kolersiniz ne için? Sevilya? Süleyman? Başlayalım. Sağ ol Алим. Oh, sağ ol. Dadını da bakayıq. Aha, güzel. Adet Tuzlu, üzere, acı. o en Ya da tuzlu, tatlı. en acı yok. Pek sevim. Kara biber, kırmızı biber ve tuzunu duyam. Sağ ol Alim. Alim Ablayev. Afiyetler olsun. Adet üzere nezetli katıqnen sıylaybızını. Bugün de istisna olmadı. Evet, İşte. bugünkü bizim misafirlerimiz eksin de pek sevim. Eksi de gerçekten de gayet istidatlılar. Gerçekten de. Özcesine erbiri bizim medeniyetimizge o hissiyatını koşalar. Koşalar. Ve kel, onlarını şimdi davet eteyik. Davet eteyik. Riana Tarkova, birinciden, acayip kız, mülayim, dülber, istidatlı. Riana Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldin Riana. O kadar da istidatlı. Men onun sesini birden tanıyım. Çünkü o gerçekten de başkalarından ayrılıp dura. Özünün böyle почерк desem olacak. Gayet güçlü sesinin sahibi Hasan Ağa Bilalov, saygılı dostlar. Hasan Bilalov, bizge koşular. Hasan Ağa, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Evet, aytamiz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hasan Ağa, Oh. sizin katığınızın adı men öyle uydurdum. Hıdır Karılgaç Kraины. Hasan Ağa Bilalov. Kurtaplar Öyle. olacak mı? Kurtaplar. Там секретный ингредиент бараний курдючок. Чуть-чуть. Aytarsız. Riana Hanım öyle adını men uydurdum. Shine bright like a diamond katığı. Пойдет? Эла. Чуть-чуть блесток насыпал я аккуратно. Hiç Сам. можно. Как раз это так. Sağ olun işte, afiyetler olsun. Сагуна. Bekleyizetler. Ну, я очень рада вас видеть сегодня. Мы давно хотели вас пригласить. И первое, что мы хотим спросить, когда вы смотрите «Хатых», какое вот первое ощущение? Злитесь, радуетесь, хотите в ответ что-то сказать? Какие ощущения вызывает программа? С нетерпением. Потому что я включаю и прямо вот как вот собираюсь что-то вкусное съесть. Вот так же и с Хатыхом. Конечно же, первые, там, может быть, первые несколько минут интерес, просто радость, а потом уже, когда гости начинают говорить, ты уже начинаешь либо соглашаться, либо нет, где-то вслух, как, помните, есть один такой герой, да, разговаривать с телевизором. Вот так же я начинаю разговаривать с телевизором. Вот, где-то не соглашаюсь, где-то даже немножко возмущаюсь. С чем не соглашаешься, к примеру? Ну, смотря что. Ну, конечно же, когда касается музыкальной. Мы Темы. дойдем до этого. Да. В любом случае интерес. Интерес и благожелательность вообще к проекту. Почему? Потому что если говорят о предмете, значит предмет существует. Если вы говорите о крымско-татарском шоу-бизнесе или же более так весомо скажу, о крымско-татарской культуре, то значит она существует. Но мы здесь не для того, чтобы кого-то обидеть, да? Нет, Выявить конечно. какие-то проблемы, поэтому очень надеемся, что никто обижаться не будет. Риана, здесь у нас были на протяжении всех выпусков и Дилявер Ага Османов, и Ахтем Булатов. И там прозвучало такое мнение, что если артист поет на крымско-татарском, но музыка западная, то есть нету колорита крымско-татарского, это не считается крымско-татарским артистом. Все-таки прав Ахтем Булатов и Дилявер Османов или не прав? А можно сначала... Мне вопрос. Может быть, сначала Асан Ага ответит? Да Просто без проблем. интересно. А я потом выскажу сам. Без проблем Да. отвечу на этот вопрос. Почему? Потому что на этот вопрос есть однозначный ответ. Конечно, считается.
я вам задам теперь вопрос. Скажите мне, пожалуйста, если, например, в стиле французского шансона напишет крымская татарка или крымский татарин песню и споет на крымско-татарском языке, и эта песня будет впервые звучать, она что, от этого не станет крымско-татарской? А я теперь аналогию хочу провести. Даем мне крымскому татарину текст крымско-татарский. И говорим, спой. Мы же поем и на английском. Но он не крымский татарин. Но он спел на но он же не считается крымско-татарским исполнителем. Нет, почему? Композитор или исполнитель? Исполнитель. Исполнитель крымский татарин? Песня нет, на крымском? Нет, смотрите, исполнитель не крымский татарин. Не крымский Но он татарин. поет на крымско-татарском. Он же не стал крымским татарином. Он не стал крымским татарином, но произведение-то осталось крымско-татарским. Ну, в нам Мы в копилочку сейчас оно идет. Но мы сейчас про артиста говорим. Артист, быть, нет, одной артист не, песни стал, мало. артист не станет крымским татарином априори. Что такое крымско-татарский артист? Это тот, который выходит на сцену. Одной песни спеть мало. Может быть, их должно быть несколько, он должен выйти на сцену, и тогда у зрителя спросить, крымско-татарский артист это или нет, не называя его национальности. Но все-таки какой-то колорит должен быть в песне. Язык. Да, Язык и Санага, есть, да. язык и есть колорит. Язык и есть колорит. От того, что, например, Шарль Азнавур написал бы свои знаменитые, исполнил бы свои знаменитые хиты на армянском языке, они бы были бы армянскими, но он спел на 100%. французском, Да. и это стали мировые известные французские хиты. Язык определяющий здесь. Язык определяющий в первую очередь. 100%. Колорит – это основополагающий нашей идентичности крымско-татарской. Язык, если музыка это не крымско-татарская, язык абсолютно не спасает эту песню. Аннаднес. Вот о чем я говорила. Я могу вам не сейчас согласен. пример привести такой. Если, например, музыка иностранная, и ты туда ставишь крымско-татарские слова, музыка от этого не становится крымско-татарской. Если даже композитор, который сочинил изначально на крымско-татарские слова, но колорит музыки другой, это не означает, что это крымско-татарская музыка. Не согласен. Абсолютно. Пример приведу вам. Например, «Менің анам бар». Ама bu dünyada men anamdan dülber kadınlar çok. Men de en dülber soyun saylap deyim. Ana sen çetke çekil. Mına bu dülber apayını men айтacağım ana. Siz anladınız da? Manası nasıl? Yani biz tamırımızın joyacak olsak bitti. Birinci adım assimiляцияға bu milli kolorit muzikasını joytmak. Son devam olacak. Aydı тілімізді kullanmayıq, bir sözün kullanayıq, selam aleyküm, yeterli. Anladınız. Son adlarımızı değiştirdik. Eğer de bu işi joyulsa bitti. Fevzi Aliyev kompozitör. Mesela tangolarını al. Kırım Tatar koloritінен yazılgan muzikalar. Umumen bütünley muzikasını alsan Fevzi Aliyev'in bütünley muzika Kırım Tatar koloritінен, Kırım Tatar usulünden yazılgan muzikalar. Буду спорить. Ну как? Буду спорить. Можете Буду спорить, спорить. абсолютно. В этом и потом и рождается истина. Yani biz mында bir-birimizden böyle konuşup bir neticeye ille de келерміз. Скажите, пожалуйста, песня конкретно «Крым-Каза», она чисто по мелодике крымско-татарская или нет? Sen anda Rus sözlerin koş, muzika değişmez. O Kırım Tatarca olacak. Çünkü her bir tilin özün bir melodikası var. O tilin melodikasına sen muzikanı da uydurasın. Ла-ла-лам, там-та-дам-там, там-та-дам-там-та-дам-там. Где здесь крымско-татарский колорит без слов крымско-татарский? Все. Я только начало продал. Bitti. Birinci notalar olabilir, boşamagan. Ama lar degen şey kalacak. Bana bu hakkında Dilaver Osmanov aytdı. Elbette Akdem de doğru şeyler aytdı. Eğer de biz joysak özümüzün identişnimizni bitti. Milletimiz gayb olacak. Ну, что бы ни было, захотелось встать и потанцевать. Риана, какая главная хотела цель так, ладно. творчества все-таки? Это угодить зрителю, либо спеть то, что тебя больше всего волнует, либо все-таки сохранить какой-то колорит крымско-татарский?
Если говорить обо мне, у меня не получится сохранить крымско-татарский колорит, если мы будем отталкиваться от мыслей наших уважаемых гостей. У меня этого не получается, я не буду говорить, что я владею техникой крымско-татарского народного пения. Этого вы от меня не дождетесь, потому что я этому не училась никогда. Мне хочется просто петь, писать песни и выступать с ними. Вот и все. Но мы считаем, что это классная пропаганда языка. Молодежь раз, таким способом может учить язык, правильно? Да. Язык основной, определяющий в песнях, не в музыке. Если это инструментальная композиция, я согласен, я соглашусь, да. Там чем больше элементов крымско-татарских, вот этих вот музыкальных элементов будет использоваться, тем лучше, и я за это двумя руками. Но язык, язык основополагающий в песне, на то она и песня. Риана Таркова. Вот я что хочу крымская сказать. татарка. Однозначно. Татарка. Поет на крымско-татарском, на В стиле крымско-татарском. R&B. Но Значит, это музыка- R&B, крымско-татарский R&B, Разве, да. я же на твоей стороне. Разве ее нельзя считать крымско-татарской певицей? Однозначно крымско-татарская певица. Все нормально. Однозначно нормально. исполняющая крымско-татарский R&B. Сиран 762. Крымский татарин, Да. крымско-татарский Вот этот рэп. Прекрасно, замечательно. Мне кажется, Это у не каждого народа крымско-татарский? есть западная Да, конечно. музыка, правильно? Есть. А что такое западная Нету музыка? же, что у всех народов поют чисто там в Армении только вот с армянским Так колоритом. я про что и говорю. Ребята, композиторы, они пишут, например, в кавказском каком-то вот стилистике, да? От этого же песни не становятся кавказскими, они продолжают оставаться крымско-татарскими. Если она новая, Все остальное авторская, это да. кавер. Да. Да. Это, кстати, Очень- чисто мое очень субъективное сложно мнение. оспаривать поэтому- мнение, если оно уже сложилось. Вот как, например, наши гости говорят, трудно им сейчас донести, что ты прав. У вас большое заблуждение, то, что крымско-татарский фольклор это и есть колорит. Абсолютно Хорошо, нет. объясните мне, Современная может, я музыка, то, что неправильно. Фейзи Алиев сочинял, техно-рэп, это все в колорите написано крымско-татарским. Но это техно-рэп. Те же самые танго, это абсолютно жанр французский, но колорит в этой музыке крымско-татарский. R&B тоже можно обыграть и сделать в крымско-татарском Можно. колорите. Можно. Абсолютно. Это намного Можно. интересней, чем это звучит по-западному. Можно, балда. Смотрите, Стинг Так. спел с арабом. Это же шикарно. Тот показал свою культуру, этот показал свою культуру. Люди восприняли, и долгое время эта музыка была популярной. Если бы у нас этот араб спел бы также и в западном стиле, это было бы интересно? Нет, конечно. Абсолютно нет. Любую музыку, и рэп, и R&B, и латинус, все что угодно можно сделать с колоритом. Ну, Но тоже Алимага, а где у нас нет школы? Мы настолько отстали. Только Где про это пособия хотел. есть? Где открыть? Сейчас хотел про это говорить. Evinde школа yok edi. Elbette o olsa bizim geleceğimiz yengil olur gelecekte. Mektep olsa her daim yengil olur. Ama evvelden yok edi bu mektep. Пусть будет это фольклор, как они всегда берут за основу. Это большое заблуждение, что фольклор это основа всего, там еще что-то. Это колорит. Вот на основе этого ты берешь, изучаешь, и потом начинаешь создавать новую музыку именно в колорите. Например, да, говорит, что язык это основополагающий. Колорит, язык совместно да. Потому что язык, он имеет свою структуру мелодики. От этой мелодики уже отталкиваешься. А есть кто у нас это делает? Кто у нас это делает? Вот, я хотела спросить, назовите Кім композиции, yapkanlar? которые делают Elbette сейчас. kім muzikaning uğraşa? Mesela toy muzikantlara tırışalar bu şeyini yapmağa. Ne yapacaksın? Toy bu büyük bir mektep. Serverka Kura, Эдди Пасанов, прекрасный. Мелодии возьмите. Шикарные мелодии. Это крымско-татарский колорит. А стиль можете любой подставить? Стиль абсолютно любой можно. Получается, Хорошо, нам нужно вопрос. обращаться к Слушай, Сильверу тут же Кокури сразу и- вопрос. Видите, мы гости тут встали уже. Вот вопрос сразу. Изет, он не писал свои произведения. Он полностью, то, что мы с ним знаем, он делал, стилизировал под регги крымско-татарскую песню. Если его послушаешь, он даже где-то язык, может быть, неправильно пел там или еще, а колорит практически не сохранял, но мы и все узнавали, да? И что мы теперь должны сказать, что произведение, которое написал Изет, это не крымско-татарский регги?
Если это не в стиле, Сейчас, это не подожди, крымско-татарский. Братан, я же еще... Да, я теперь... Я тебя не перебивал, ты меня тоже не перебивай. Бак, теперь смотри. Стиль, в котором работает Леонид Агутин. Латино? Латин. От того, что он музыкально работает в латинском стиле, эти песни что, латинские? Нет. Абсолютно нет. Я тебе говорю, стиль. Я про что и говорю. Смотри. Я про что и говорю. Если Асан. я песню спел на если я спел песню на крымско-татарском языке, но музыка у меня получилась, да, не узбекская, не таджикская, не крымско-татарская, не немецкая, никакая, а вот та, которая родилась у меня в голове. От этого она что, перестала быть крымско-татарской? Если она не в колорите, это не крымско-татарская музыка. Я тебе смело говорю. Язык, да, но не музыка. По нации крымский татарин, но исполняет абсолютно чужеродную музыку. Это не означает, что он крымско-татарский даже певец. Это не означает Опа. абсолютно. То есть Он получается... крымско-татарский по нации крымский татарин, но он исполняет HNB музыку, я не чужеродную музыку. Все. Так, а я очень... Подождите, Алимаха, назовите таких молодых исполнителей, Во. кто поет с колоритом. Вот, пример Doğrusunu приведите. айтқанда мен уғадарлықшыны білмеймін. Вот мен өзім çalışқан заманда білейдім оларын. Шынекі яшыларын не япалар уғадарлық мен doğrusunu айтқанда білмеймін. Но Виктор. я хочу похвалить Риану. Почему? Потому что у нее, мне кажется, больше всех авторских песен. Да. Ее любит молодежь. И она, ты понимаешь, что у нее разнообразные темы. Я Она понимаю, да. Kız hakkında, ana baba hakkında, sevgi hakkında. Это действительно такая вот обширная, не только о родине, да? Да. Я, знаешь, что хотел? Обратиться к нашим телезрителям, к нашим уважаемым комментаторам. Как раз можно прокомментировать и высказать свое мнение по этому поводу. На своем примере скажу. Когда я записал песню «Кара Денис», «Кара Денис, жол берседе хада», там мы поменяли темп. И Балар, она пошла, она зашла молодежи. А если бы я ее спел бы так, как Темельде, например, понимаешь, конкретно «Кара дум пата дула патум». Понимаешь, если бы я так сыграл бы, 15-14-летние ребята, девчата, они бы ее не восприняли бы, вполне возможно. Но знаешь, сколько я выслушал за это? Что я сдвинул темп, что я слова не успеваю. Да я успеваю выговаривать слова, Балар. Значит, все, я чуть ли не убил эту песню. Да ну не может быть такого. На Крымдаяша, напомните, какую песню вы пели? Вы ее сделали в стиле Агутина. Крым-Каза. Но это же классно было. Крым-Каза. От этого она не стала же латинской. Она же как была, так и осталась крымско-татарской. Стиль Но может быть не слова должны крымско-татарский, а музыка должна быть крымско-татарской. Али это стиль, алдын латиноамериканский. Хорошо. О ерінде мүлкін yapma, дискода да. О Я ерін тебе yapma, R&B'de de yapma. Ama Отвечу песней. Отвечу песни. Тохта барем güzel ярем мени айдут бейлесен. Azerbaycan türküsü. Но она сейчас спроси... Это не наша песня. Я понимаю, но сейчас спроси кого-нибудь вот на улице, человека, не специалиста, он скажет, это крымско-татарская песня. Не, на улице да. Да, на улице я да. про улицу говорю. Можно попросить назвать, может быть, мы сейчас все вместе вспомним, людей, которые пишут только авторский материал и исполняют авторские вещи? Кого мы можем Зоря вспомнить? Кадыева, наверное. Да, раз. Марлен Ситаров. Ну, у него есть каверы, но он поет. Эдип Бахчисарайло. Асан Харидинов только авторские песни поет. Ну, их мало. Кто еще? их- Сервер Какура. Вот у Асана Хайрединова что, все песни в крымско-татарской стилистике? Нет, он вообще не поет колоритно. Вот я про Ну, что и у него говорю. И хорошие у песни. него и манера исполнения не Да. крымско-татарская, и минусовки тоже не сильно. И от этого он не перестал быть крымско-татарским исполнителем. Вот Вот. что я хочу донести, Балар. У нас есть представители молодежи. Давайте их мнение послушаем. Что они скажут? Кого слушаете? Ну, я, конечно, могу говорить, наверное, только за себя и моих знакомых, но в последнее время Диляра Тюканджи, Фатма Джипар, Риан Ханум, Адиле Апсаитовой последнюю песню тоже. Ну вот, и, наверное, тенденция такая, что что-то в более современном стиле. А язык можно изучать по песням?
Я думаю, что да, потому что в этом есть потенциал, потому что ну, мировой опыт говорит о том, что люди учат песни по сериалам, учат язык по сериалам, по песням, по культуре люди учат. То есть не только в учебнике есть потенциал, в музыке тоже. Хочу ответить на тот вопрос, который задавали в начале передачи. По поводу того, что если песня спета на крымско-татарском языке, является ли она крымско-татарской или не является, ну, как бы цель. Вот. Хочу ответить, начать с того, что вот цель, допустим, передачи «Хатых», да, цель поговорить о шоу-бизнесе крымско-татарском, о крымско-татарской культуре, ответить на вопросы, есть это или нет. Получается так, что имеют место быть песни, написанные в разных стилях, спеты на крымско-татарском языке. От этого они пополняют багаж Вот, крымско-татарского шоу-бизнеса. Если песня спета на крымско-татарском языке, написана музыка с колоритом крымско-татарским, она пополняет багаж крымско-татарской культуры. Вот. Нужно немножечко различать. Поэтому пропевая песню, выпуская песню, нужно, ну, как бы, цель иметь, представлять перед собой цель. Багаж, чего ты хочешь пополнить. Крымско-татарской культуры, либо крымско-татарского растущего шоу-бизнеса. Вот так. Но в песне самое главное не слова, это, опять же, мое мнение, оно может быть разным, различаться. В песне главное музыка. Да. В песне главная музыка 100%. Потому что просто слова без музыки — это стихотворение. Это стихотворение, это тоже произведение. В песне главная музыка. И колорит передается через только музыку. А если крымско-татарская музыка с английским текстом, это крымско-татарская песня? Смотря какое исполнение. Если первое исполнение и написано изначально на английском языке, написано на крымско-татарской стилистике, но так музыка скажем. полностью крымско-татарская. Если Дилавер Усманов споет, она останется. Если он напишет сначала новое На на английском языке. О, С мелизматикой такой крымско-татарской. я на бы английском. послушал, честно говоря, с удовольствием. Интересно. Да. Правильно, в принципе, сказал. Привязывать фольклорное исполнение к шоу-бизнесу, может быть, высоко скажу, кощунственно. Попробуйте на какой-нибудь свадьбе сейчас прийти и спеть что-нибудь тянучее, длинное. Длинное такое, вот конкретно крым-татар, не знаю, Аглама Саракина, Посадили например. веселье, да? Да, посадил веселье, все, и ты не поешь. Понимаете? А получается, а зачем тогда мы учим эти песни? Если они на свадьбах не слушаются, на концертах не слушаются. На любой концерт частный приди и сразу, ой, блин, Асанага, вот вы медленно, давайте что-нибудь веселое, давайте что-то быстро. Когда меня приглашают на свадьбу, пишут, например, в директе, меня спрашивают, а что вы можете предложить? И я предлагаю. И люди понимают, что это не свадебный вариант, но они хотят, чтобы я там спела. Понимаете? То есть мои песни изначально не рассчитаны на то, чтобы на свадьбах качать. Нет, у меня не было такой цели изначально. Тогда что, это шоу-бизнес или что? Мне мысль Мамедбея очень понравилась. Я считаю, что что, песня это- у всех есть свой потребитель. Да. У Рианы есть свой, и Риане респект за это, за хорошие песни, авторские песни. А вы, кстати, на свадьбах вживую поете? Всегда по-разному бывает. О, это отдельная тема для обсуждения. Это секреты. Вообще важно для артиста петь вживую? Да. Любой человек, называющий себя вокалистом, на свадьбе должен петь вживую. А все залы акустические этому можно во всех залах петь вживую? Либо лучше, может, спеть под фонограмму? Ну, я не знаю, просто Чисто вам как фонограмма профессионалу. никогда не бывает. Есть у нас такое понятие дабл. Дабл. Как-то один артист очень хороший озвучил это мнение. Я раньше не задумывалась. Я всегда выступала в самом начале своего творческого пути всегда под минус. То есть всегда вживую. Да. И как-то один артист выступал на каком-то концерте, была видеозапись, и снизу написали, что за фанера, почему поешь под фанеру. Он отвечает, есть такое понятие, как дабл, когда есть твой голос, но сверху ты тоже поешь. Нет такого, что у тебя отключен микрофон. Это тоже нужно уметь. Если тоже ты не по-любому попадешь, поешь, это в будет любом слышно. Вот. А почему? Потому что озвучить залы
и залы, тем более на свадьбах, не всегда получается для артиста. Я вам расскажу такую ситуацию. Ты приходишь на свадьбу как артист, ты готов петь под минус, ты отдаешь свою минусовку, берешь микрофон ведущего, который не настроен, а у Как музыкантов вокальный, да. нет микрофона настроенного по тебя, у них только шнуровой, а тебе нужно раскачать зал. Как ты со шнуровым пойдешь? Ты берешь микрофон ведущего. Музыканты некоторые что делают? Включили, пошли курить. И все. И твой звук летает, свистит, ты ищешь себе локацию куда-нибудь встать, чтобы он не Сама свистел. площадка Чтобы не диктует. фонил, да? Однозначно. И когда даже мои родители говорили мне, я выступала на какой-то свадьбе, Риан, надо было петь под плюс. Ничего не слышно, что-то свистит. Лучше бы ты пела под дабл. То есть технически, это Технически сложно. это очень сложно. А концерты Концерты? в залах? Концерты тоже не всегда классно отстраиваются. Ты приезжаешь на саундчек заранее, но когда ты по факту выходишь на сцену, там уже накрутили другое. Такая мысль тоже насчет фонограмм. У нас шоу, я как-то даже в одном хатыге говорил, вот если артист руку поднял, это уже для него шоу. И тоже поют под фонограмму, либо вживую не суть. А если вышел артист, таких у нас немного, но есть, я же за тебя, которые реально делают шоу с танцами, со всеми. Здесь сейчас не про тебя, но под фонограмму. Такое, ну, можно... Вообще, честно говоря, исполнять песни при активном нахождении на сцене тяжело, сбивается дыхание. Если у тебя в ритме сохраняется 120 ударов в минуту, то ты к третьему куплету будешь так задыхаться, какой бы ты тренированный не был. Например, энергичная вещь, ты ее не будешь вот так вот петь, понимаешь? Ты же ее не будешь так петь. Стой на одном месте, вот так вот, да, вот так вот, стой. Вот так! Пари полчаса. Полчаса, много не надо. Для простого человека это ор, это крик. Парите, вот выйдите на улицу и парите полчаса. Не получится. Но если ты выходишь на одну песню, на две песни, ты должен ее петь вживую. А здесь они пришли на меня не просто посмотреть, они пришли меня послушать. Если написать вам песню, дать вам ансамбль, поставить хореографию, вы бы справились с этим? Конечно. Но я бы исполнял бы это под дабл. Я же вам начал только это рассказывать. Так. Вот первое время Кара Денис, вот я когда пел Кара Денис, его попробуйте под 120 ударов спеть. Вы не успеете, чисто скороговоркой вы не успеете. И поэтому первые исполнения, пока я не впел вот язык вот этот, Клара у Карла украла коралл, понимаешь, сначала ты же медленно начинаешь, потом быстрее начинаешь. Та же самая история у меня с Кара Денисом получалась. Я выходил под дабл. Я предлагаю подытожить сегодняшний разговор, каждому по 10 секунд. Давайте. 300 лет тому назад крымские татары, разговаривая на крымско-татарском языке, говорили так же, как сейчас, или говорили на старо-крымско-татарском, на старо-османском языке? Я не Это помню, вопрос, честно вопрос говоря. чисто ответ. И как сейчас крымский татар, каков современный крымско-татарский язык? То же самое и с музыкой. То же самое. Все имеет свое развитие. Обращаюсь к зрителям, обращаюсь к артистам. Давайте писать авторский материал, не бояться, пробовать что-то новое в разных стилях. Мы учтем ваши пожелания, что все-таки колоритно нужно петь обязательно. Но, может быть, тогда таким артистам, как я, нужна помощь. Немножко помощь. Сағылыңыз. Риана Таркова, Асан Беляев, сайгылы достар, мен сіздер үшін бақшыш. Мир, дружба, матч, воздушные шарики. Қырым қавесінден чай ве қавелер. Спонсорларымыз Кавенен чай, афетлер. Куртаплар бар ма, да? Бар. Қыдырары Сізде сол. бар. Сау болыңыз. Пиццатория қавеханесіне тешекілер білдіреміз. Мұсафірлерімізге, сержілерімізге тешекілер білдіреміз. Риана Таркова, Асан Белялов қатық шоусында. Біздер ise салқышамыз. Көрішкенше, сау болыңыз. Сағылыңыз. Teşekkürler.